Здравствуйте, коллеги! Начинаем наш вебинар. Сегодня вебинар буду вести я. 28 задания. И, собственно, посмотрим 28 задания. Что у нас там есть? Это задача высокого уровня на 3 балла. Внизу вы можете увидеть из спецификации раздел 3 электродинамика. Ну, туда еще и включают оптику, на самом деле, да, и высокий. Ну, как правило, там в основном задачи, если посмотреть по тренажерам, это электродинамика. Если, коллеги, вопросы будут, я вроде как вижу и читаю чат. Видно. Итак, посмотрим первую задачу. Первая задача. На рисунке изображена зависимость силы тока в лампе накаливания от приложенного к ней напряжения. Значит, у нас оси зависимости сила тока вертикальное и горизонтальное напряжение. Найдите мощность, выделяющуюся на резисторе, включенном последовательно с лампой в сеть с напряжением 220 вольт. Если сила тока в цепи равна 0,4 ампера. Итак, у нас зависимость силы тока в лампе, да, и изображение, собственно, лампы. Угу. И у нас есть соображение. Давайте запишем. Задача номер 1. Дано. Вот эту презентацию можно уменьшить. Ага. Это так. Дано. Что у нас есть? Общее напряжение есть. Общее напряжение 220 вольт. И сила тока тоже общие. Сколько? 0,4 ампера. Далее. Так. Ну, давайте порассуждаем. Что мы с вами должны найти? Должны мы найти мощность на резисторе. Вот так вот. R обозначим. Вот эту мощность мы с вами должны найти. Но здесь мы с вами видим такое вот подключение. Резистор последовательно подключен с лампой. Здесь будет выделение тепла, да, и, соответственно, вот эту мощность мы с вами должны найти. Так, последовательное соединение. Давайте, если здесь цепь построим. Примерно так можно построить. Это у нас лампа. Что же у нас происходит при последовательном соединении? Давайте, нам общий ток дали 4 ампера. 4 ампера. По графику, график позволяет пользоваться тоже 4 ампера, мы видим. И запишем, что при последовательном соединении сила тока на резисторе и сила тока на лампе будет равна. И общее. Этот момент, да? Так, дальше. Значит, у нас есть напряжение. Напряжение при последовательном соединении напряжение будем определять каким образом? Общее напряжение равно на лампе. Так, резистор плюс лампа. Угу. Вот. Мы с вами должны найти, соответственно, вот здесь вот. Должны найти мощность. Что мы с вами можем сделать? Давайте сразу по графику поработаем. Возьмем пересечение на точках, где 0,4. Да? 0,4 и внизу ось горизонтальная, это напряжение. Она падает куда? Куда она падает? Ну, вы на рисунке можете увидеть, а я вот стою, целюсь. Так. Цена деления 10 вольт. Соответственно, 140. 140. Значит, напряжение
на лампе у нас равна 140 вольтам. Да? И сила тока на лампе равна 0,4 ампера. 0,4 ампера. Так, по какой формуле мы можем определить мощность? Мощность на резисторе. Так, N равно произведение напряжения на силу тока. Так, дальше. Сила тока у нас R. Здесь тоже R. Чего у нас нет, да? Чего у нас нет? Надо найти R на источнике. Соответственно, если мы сейчас отсюда найдем лампа, так, лампа есть, общая у нас есть. Тогда мы отсюда можем сразу найти общее минус у лампы. Так, общее у нас по условию задачи 220 минус 140, это будет 80 вольт. 80 вольт. Тогда. Ну и, собственно, умножаем. Умножаем силу тока. 80 вольт умножаем на 0,4 ампера. Так, это сколько будет? 32 ватта. 32 ватта. 4 на 8, 32. Нолики сократят. Ага. И пишем ответ. Ответ. Мощность резистора будет 32 ватта. 32 ватта. Вроде как задача относится к 28.1. Подпишем. Ну, довольно-таки простая задачка. Здесь ребят может запутать вот нелинейный график. Следующая задача. Ион зарядом 3,2 10 минус 19 степени кулон и массой 1,5 10 минус 25 килограмм проходит ускоряющую разность потенциалов. 10 третьей степени вольт. И после этого попадает в однородное магнитное поле, в котором движется по окружности радиусом 0,3 метра. Определите модуль индукции магнитного поля. Модуль индукции магнитного поля. Считать, что установка находится в вакууме. Силой, тяжестью и скоростью иона до прохождения ускоряющей разности потенциала пренебречь. Очень хорошо. Силой, тяжести и скоростью, да? И скоростью. Нам нужно с вами определить модуль магнитной индукции. Модуль магнитной индукции B. Так. 28,2. Дано. Так, у нас есть заряд 3,2 10 минус 19 степени кулон. Масса 1,5 10 в минус 15, да? 25 килограмм. Далее у нас есть разность потенциалов У 10 в 3 вольт. Дальше есть радиус. Сразу в Си запишем. Она уже стоит Си, да? 0,3. Ну и все. Надо найти вектор магнитной индукции. Вектор магнитной индукции. Давайте поразмышляем. Значит, у нас есть некий заряд. Положительно заряженный, да? Ну, где-то здесь у нас будет положительный источник, какой-то положительный будет, но он попадает в
разность потенциалов, да, разность потенциалов. То есть в электрическое поле. Электрическое поле, и где-то там найдем мы с вами минус. Здесь рисунка нет, поэтому только предполагаем. Заряд пусть у нас находится где-то здесь. Q. Угу. На заряд действует вот эта F сила тяжести, но которой мы пренебрегаем. Далее здесь заряд приобретает ускорение. Это значит что? Это значит, что на него действует электрическая сила. Давайте это случай 1. Электрическая сила. Запишем второй закон Ньютона, да? Так как заряд движется с ускорением, запишем второй закон Ньютона. Так. Угу. Ну, силу тяжести мы, наверное, давайте запишем. Просто ею мы пренебрегаем. Векторно запишем. И плюс у нас что есть? F. Хотя нет, они в условии сказали, значит, это будет лишней записью. Эксперты могут придраться. F электрическая. F электрическая равно МА. Значит, что у нас такое F электрическое? F электрическое это у нас... Так, у нас напряженность F делен на Q, да? Соответственно, у нас E на Q. То есть вот эта вот силовая линия, вот уже я перехожу к скалярной форме, скажем так. Если сюда направим ось X, тогда у нас F электрическая равно МА. Ну и отсюда мы переходим туда. Значит, что я хотел сказать? Ага. Вот эта вот сила заставляет заряд двигаться. Давайте вспомним связь напряженности с разностью потенциалов. Значит, у нас удельная работа или же разность потенциалов равна силе, которая перемещает заряд на расстояние d. Если мы вот эту формулу подставим вот сюда, F электрическая, то у нас будет что? D уйдет вниз. У, Q. Вот. Тогда мы с вами можем записать F. Так, не F. Напряжение умноженное на заряд, деленное на D. D равно МА. Вот, собственно, остановились. Да? Записали. Ну, теперь оставим это пока как есть. Мы с вами должны найти индукцию. Дальше заряд у нас. Давайте выйдем здесь, забегая вперед, да, вот на заряд будет действовать сила. Так, начальной скоростью мы пренебрегаем, поэтому мы из кодификатора сразу. Вот эта формула, по-моему, есть, да? Вот такая вот формула. V в квадрате минус 2s, да? S это то расстояние, которое оно проходит, да? Соответственно, вот это расстояние, оно перетаскивает его на это расстояние d. Ну и тогда у нас будет 2d. Отсюда мы можем найти квадрат скорости. 2АD. Это квадрат. Но если скорость, то будет под корнем. Пока все это дело оставим. Пусть у нас будет здесь скорость. И нам сказали, что в однородное магнитное... Так, где тут был? Здесь движется по окружности. Вот это интересный момент.
Дело в том, что заряд у нас может двигаться по окружности, если оно попадает в перпендикулярное поле, да? То есть, если относительно линии магнитной индукции оно движется под углом, то мы можем разложить вектор скорости на две координатные оси, и у нас будет такое спиральное движение. В данном случае, как мы нарисуем? Давайте вот так вот нарисуем. Вот у нас попадает заряд в... у него есть линейная скорость, ну и на него действует сила Лоренца. F Лоренца будет действовать сюда. Так, ну по правилу левой руки давайте посмотрим. Вот у нас, да, значит, ладонь входит. Значит, вектор магнитной индукции направлены вот туда вот. Вот у нас еще раз левая рука, сила, направление. Да, вот тут. То есть оно попадает в однородное вот такое вот поле. И вот туда вот начинает двигаться. По окружности будет двигаться. Итак, давайте запишем для данного случая тоже второй закон Ньютона. Третье. Запишем второй закон Ньютона для заряда в магнитном поле, в однородном магнитном поле. Итак, у нас на заряд действует только одна сила, F Лоренца равна МА центростремительная. Если же мы запишем его в качестве, просто в модуле напишем, то это у нас будет как? F Лоренца равна МА центростремительная. F Лоренца у нас определяется выражением QVB и на синус альфа. Синус альфа здесь какое альфа? Это угол между направлением движения и вектором магнитной индукции. Мы видим, они перпендикулярны, и в данном случае у нас синус 90 будет равна единице. Тогда у нас формула приобретает вид Q, так, VB. Собственно, вот это вот равно МА центростремительная. Так, что мы здесь сделаем? Давайте запишем, что-то я повторяюсь много, да? Перепишем, что это v в квадрате на r. И мы с вами видим, что там все-таки надо было оставить, да, сокращается. Тогда у нас остается что? QB МВ на R, да? На R. Отсюда мы можем выразить вектор магнитной индукции. Давайте выразим. Так, что куда у нас уходит? Ага. QR пойдут вниз, и МВ пойдет наверху, да? МВ пойдет наверху. При этом мы с вами знаем, что вот здесь В это у нас, давайте я как будто корень там выделил, корень взял под корень. Ну и соответственно здесь также сразу запишу. Это у нас оно умножается корнем, квадратным корнем. 2АД.
2АД. 2АД. Все. Совсем не то. Вот это мы пока оставим. Вот это мы пока оставим. Я же здесь его не приравнял, да, ни к чему. Ни к чему, ни к чему. Соответственно, мы здесь вместо А вот это подставим. Это, оказывается, лишнее. Вот это лишнее. Тогда давайте дальше пойдем. Где я могу писать? Ну, здесь дальше продолжу. Так, значит, будем работать с этой формулой. УQ, деленное на D, равно... Так, дальше вот это масса. Масса и вот это выражение. V в квадрате на 2D. 2D. Так, мы видим, что D сокращается. D сократится. Отсюда мы можем выразить V. Отсюда выражаем V. Тогда у нас что будет? 2 УQ, деленное на массу заряда, и все это под квадратным корнем. Под квадратным корнем. Так, значит, вот это мы сейчас подставим вот сюда. Тогда у нас вектор магнитной индукции будет M, деленное на QR, умноженное на вот это вот УК, да? 2 УК. Делим на M. Делим на M. Так, неудобная конструкция, да? Давайте, что мы возведем оба в квадрат, слева-справа. B в квадрате. Получится, что M в квадрате, Q в квадрате, R в квадрате. Умноженное на 2 УQ, деленное на массу. Массы сократятся. Так, что Q сократится. Что у нас осталось? Угу. В квадрате осталось только R, да? Мы его вытащим за квадратный корень. Тогда R умноженное 2МУ. Вот так вот напишем. У большое, да? У большое. Так. И внизу у нас Q. Остался заряд. Остался заряд. Ну все. Мы с вами нашли. Давайте поработаем цифрами. Цифрами поработаем. Текст мешает. Так, извините, пожалуйста. О, да сколько вы не увидели, да? Поработаем цифрами. У нас 0,3, да? 0,3. Так. 3 10 минус 1. Минус 1. Умноженное. Не нравится мне эта циферка 10 минус тройка. Как ее делить-то? Так, дальше. Что у нас? Под квадратным корнем двойка. Масса у нас как бы 1,5, 10, минус 25 степени. Правильно? И напряжение 10 в третьей степени. Делим на заряд у нас 3,2, 10 в минус 19 степени кулон. Так, здесь размерности написал. И здесь вольт. Ага. Так. Что у нас здесь есть? Это тройка стоит, которая кое-как видна. Ага. Так, плюс третья, да? Плюс 3, ничего не забыли?
2 МУ. 2 МУ. Ага. Так, 22 степень останется, да, там. И 2 умножить на 1,5, это будет 3, да? 3. Так, внизу у нас 3,2. 3,2. Минус 19 степень, да? Так, минус на минус даст плюс. Тогда у нас останется 22 минус 19. Это сколько? Минус 3 степень, да? Минус 3. Так, 3 делим на 3,2. 10 в минус... Какой степени мы сказали? 22. 22 минус 19. Минус 3 степень. И все это под квадратным корнем находится, да? А, умноженное на единицу, деленную на 0,3. Так, у меня телефон. Так. 3 делим на 3,2. Умножаем на 0,01, да? Так. И вот это вот выводим из-под корня. 9,4, 10 минус 4. Ноль целых 0,003. Да? А здесь сколько будет? Единицу на 0,3 умножить. Это будет 3,33, да? Умножаем на 3,3333. И у меня ответ выходит 0,1 Тесла. 0,1 Тесла. 0,1 Тесла. 0,1 Тесла. Так, пишем. Точка. Ответ. Б. Вектор магнитной индукции равен 0,1 Тесла. Угу. Если свериться с ответом, то это правильный ответ. Так. Между горизонтальными обкладками плоского конденсатора висит заряженная капелька ртути. Какова разность потенциалов обкладок, если расстояние между ними 2 сантиметра? Заряд капельки равен 5,44 кулонам, а 10 минус 18 степени кулонов. А объем капельки равен 2, 10 минус 18 или 13? Кажется, 18. 18 метров в кубе. 17 метров в кубе. Так. Схематично, что ли, порешаем его? Ладно. Расстояние между обкладками D равен 2 сантиметра. 2 сантиметра это у нас 2, 10 минус во второй степени метра. Далее что еще есть? Так. Заряд капельки Q 5,44, 10 минус 19 степени кулон. Объем капельки 2, 10 минус, видимо, 18 степени метров в кубе. Надо найти, какова разность потенциалов. Ну, фи, у, да, обозначение не очень-то имеет значение. Так, у нас обкладки плоского конденсатора горизонтальные, да? То есть горизонтальные обкладки конденсатора. Заряд положительный, значит, вот здесь у нас отрицательный полюс находится. И, собственно, туда и он притягивается. Здесь он где-то вот так вот находится и притягивается здесь силой электрической. И вниз притягивается силой тяжести. Так, я здесь писать не буду, что так как это то-то, то-то.
Ну, может, что-то напишу. Угу. Здесь он не движется, да, неподвижен, значит, v равно нулю. V равно нулю. Далее мы с вами должны найти радость потенциала. Давайте запишем второй закон Ньютона, первое. Второй закон Ньютона запишем. F электрическое плюс F тяжести равно нулю. Скорость, так как ускорения у нас нет, оно вообще неподвижно. Так, значит, исходя из этого, если мы направим, ну, образно туда x направим, то у нас будет электрическая сила. Положительно минус F тяжести равно нулю. Соответственно, у нас F электрическое это что такое? Это у нас E умноженное на Q. Да, ведь? E умноженное на Q равно mg. Правильно? Так, дальше. Что такое E? E это у нас U деленное на D. D это у нас вот это вот обкладки конденсатора. Красна обкладки конденсатора. Угу. Да. Оно могло бы его перемещать отсюда до сюда. Ну и, собственно, если туда мы его подставим, то получим вот что, да? UQ деленное на D равно mg. Ой, mg. mg. А U это у нас, собственно, U это у нас разность потенциалов. Разность потенциалов. Тогда выразим отсюда разность потенциалов. Чему оно равно? U равно. Так, вот это Q идет вниз. D, M, G. Так, масса у нас неизвестна, да? Давайте запишем. Масса это у нас ρ на объем, да? Ρ, так как там записано, что это ртуть, плотность ртути сколько? 13,6, 10 третьей степени килограмм на метр в кубе. Тогда перепишем D, ρ, v и G, деленное на Q. Деленное на Q. D у нас равно 2,10 минус во второй степени метр. Ρ это 13,6 третьей степени килограмм на метр в кубе. Так, дальше у нас объем. Там же какой-то был 2,10 минус 18. 2,10 минус 18 метр в кубе. Да? Метр в кубе. О, как раз сократились. Так, дальше. И G у нас 10. G у нас 10 метров в секунду в квадрате. Метров в секунду в квадрате. Это что? Это D, да? Ладно. И внизу у нас что? Заряд 5,44 10 в минус 19 степени кулон. Кулон. Посмотрим. Так. По степеням как выходит? Как выходит? 10 минус. Так, вот это четвертая степень. Вот это и вот это четвертая степень. Это и это 20-я, да? Значит, останется здесь 10 в 16 степени. Минус с минусом, да? 10 в 16 степени с минусом. И здесь у нас 10 минус 19 степень. Что у нас минус-минус? Здесь плюс будет. Значит, плюс третьей степени выйдет. Плюс третьей степени. Ой, плюс третьей степени. Угу. Сколько осталось до отключения? Ну, скорее всего, сейчас отключится. Вы можете сами здесь получить ответ, но я здесь постараюсь с вами вместе. Так, 26, 27,2, 27,2, 54,2, да? 50,42. Так, 54,2. И внизу 5,44. 44. Ну, здесь мы видим, что получается 10.
10. И у нас получится тогда сколько? 10 четвертых. 10 киловольт. 10 киловольт получается.